Консультация, лицензирование, обучение, маркетинговое сопровождение – вот основные задачи центра «Мой бизнес». Сейчас он оказывает услуги и социальным предпринимателям. Сменить свой статус решил и Берт Кульбушев. Его организация занимается реализацией ортопедической и иной медицинской техники, а значит, как раз попадает под одну из категорий. Сегодня я обратился в центр «Мой бизнес» с просьбой в помощи подготовки документов, отправки заявки Министерства экономического развития Ингушетии, чтобы получить статус социального предпринимателя. В центр «Мой бизнес» я обращался неоднократно, всегда оказывали поддержку. Я неоднократно участвовал в мероприятиях, которые организовывал центр «Мой бизнес» по направлению предпринимательства, в том числе и социального предпринимательства, и всегда получал полезную информацию, и в дальнейшем буду участвовать и принимать там участие. Если обычный бизнес нацелен на получение прибыли с последующим распределением ее между акционерами и сотрудниками предприятия, то первостепенной задачей социального предпринимателя является выполнение определенной миссии, которая так или иначе полезна обществу. То есть бизнес в первую очередь нацелен на решение актуальных социальных, культурных и экологических проблем. На начало года у нас было 12 субъектов МСП, которые уже имели статус социальных предпринимателей. После этого мы проконсультировали 27 предпринимателей, которые уже ушли отсюда с готовым пакетом документов для дальнейшего подачи в Министерство экономического развития Республики Ингушетия. В числе мер поддержки, наверное, самая такая привлекательная для предпринимателей – это гранты. То есть после получения статуса социальный предприниматель имеет право на то, чтобы претендовать на грант. Гранты, если я не ошибаюсь, в размере до 500 тысяч рублей. Выделяются они Министерством экономического развития Республики Ингушетия. Вопрос находится на личном и особом контроле министра экономики. Эти меры поддержки предпринимательства не ограничены, однако важно понимать, что не каждый может стать социальным предпринимателем. Нужно попасть под определенную категорию. Обеспечение занятостью лиц с ограниченными возможностями здоровья, либо многодетных, либо малоимущих родителей, ну и других социально защищенных лиц. Ко второй категории относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством товаров либо услуг для категории граждан, которых мы уже упомянули. То есть это либо лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность, вынужденные переселенцы, многодетные или малоимущие семьи, ну и так далее. Четвертая категория – это предприниматели, которые занимаются непосредственно реализацией общественно полезных целей и инициатив. Центр обращается как за консультацией по привлечению инвестиций, так и по поводу административных барьеров. Сейчас «Мой бизнес» расширяется. Все это сделано для удобств будущих предпринимателей. Значит, мы сделаем зону с общим доступом с улицы на цокольном этаже. Это будет у нас зона приема заявителей, то будут обращаться вообще в принципе все. На первом этаже мы решили, что разместим наших сотрудников, это будет наш мозговой центр. А на втором этаже, получается, ну, по идее, третий этаж получается уже, там у нас будет конференц-зал, будет переговорные комнаты для того, чтобы мы могли проводить свои мастер-классы, тренинги, семинары и так далее. В целом, вообще сам переезд был задуман с той целью, что это здание, во-первых, это отдельное собственное здание, в отличие от тех помещений, которые мы арендовали до этого. У нас здесь больше возможностей по квадратуре, по эргономике, по размещению, для того, чтобы качественно принимать людей, комфортно, удобно для них принимать их и оказывать им услуги. В общем, сейчас у предпринимателей есть все возможности, нужно ли запастись терпением. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.